Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Проект полного цикла. Металлолом Булунского района прибыл в порт Нижнего Бестяха. Погода против урожая. В Ленском районе Якутии продолжается уборочная кампания. Физическая активность круглый год. В Нерюнгри появилась новая спортивная площадка. Долгожданный груз-металлолом накануне прибыл в порт Нижнего Бестяха. В ближайшее время его предстоит переместить на поезд и доставить на завод «Амурсталь» в Комсомольск-на-Амуре для переплавки. Лом доставили из Булунского района. Там в конце августа состоялись масштабные работы по уборке территории при участии добровольцев проекта «Чистая Арктика». Прибытие груза в Нижний Бестях – доказательство факта, что «Чистая Арктика» – проект полного цикла. Его участники не просто собирают мусор, а все отходы идут на утилизацию. Отметим, старт проекта состоялся в Общественной палате России. Там же Всероссийская общественная организация «Зеленый патруль» выступила с инициативой создания специального фонда, сопредседателем которого стал глава Минприроды России Александр Козлов. Рабочую группу по реализации проекта «Чистая Арктика» возглавляет глава Якутии Айсен Николаев. Очень большой энтузиазм вызвало это мероприятие. Население очень поддержало это начинание. Правительство Республики Саха-Якутия, Министерство по развитию Арктики, постоянное представительство Республики Саха-Якутия в Москве. Все активно поддержали этот проект и считаем, что в будущем нам необходимо продолжать эту работу, уборку металлолома во всех арктических районах Республики Саха-Якутия, побережья морского нашей республики. И видим будущее, что мы очистим Арктику в течение до 2025 года. «Оберегай природу» – так называется экологическая акция для школьников. В ней приняли участие 500 детей. Организаторы – сотрудники экологического центра «Алроса». Они ознакомили детей с основами экологической грамотности и провели субботник по очистке берегов рек. Акция прошла в 10 сельских и городских школах Вилюйской группы районов. Это Крестях, Сунтар, Нюрба, Вилюйск, Малыкай и другие населенные пункты. В рамках экоакции для участников провели тематические лекции и классные часы. На занятиях школьники узнали о работе экологического центра и о профессии эколога. Каждой школе организаторы вручили мобильную мини-лабораторию. Она предназначена для проведения несложных лабораторных исследований проб воды, воздуха и почвы. Завершились занятия большим совместным субботником. Экологи со школьниками очистили от бытового мусора прибрежные зоны рек Марха и Вилюй. Акция направлена на экологическое просвещение подрастающего поколения, чтобы каждый ребенок уже рос экологически осознанным. Это очень важно, потому что мы считаем, что экология начинается с детства, с каждого человека. Научить людей разделять отходы и относиться к мусору ответственно – две основные задачи экологического музея в Калининграде. Его аналогов в России нет. Подробности в материале Романа Чурикова. Роботы, игрушки, одежда, мебель. И все это из отходов. В Калининграде открылся музей мусора. В нем можно воочию убедиться, бесполезных вещей не существует. Все можно использовать заново. Была бы на то воля и желание, говорит эколог Олег Пауков. Мы хотим мусор от себя отодвинуть, и все, он нам не нужен. И мы не хотим его видеть. А здесь мы уже видим, что из этого мусора может быть, что может происходить. То есть здесь не только представлены из мусора какие-то статуэтки и так далее, а здесь мастер-классы, здесь именно с оборудованием уже есть предприятия, которые визуально показывают, как плавится, как прессуется это сырье для последующей переработки. Цель этого музея не столько развлекательная, сколько просветительская. В России только 7% отходов перерабатываются. Такие данные предоставляет Greenpeace. А площадь свалок уже можно сравнить с размером Швейцарии. Однако настроения людей все же начинают медленно, но меняться, говорят сотрудники музея. Все, кто здесь появляется, не могут сдавать это неохотно.
кто-то просто из каких-то убеждений, из каких-то очень серьезных экологических взглядов приходит, оставляет. Вот. Для кого это действительно как небольшая мотивация, особенно для детей. Это очень-очень важно для детей, считаю. Дети у нас прагматичны, и для них в игровой форме, вот сдача мусора, когда им выдаешь накопительный сертификат, для них это очень важно, потому что в дальнейшем это станет образом и нормой жизни. Дети действительно охотно идут в новый музей. Особенно их привлекают роботы и музыкальные инструменты. А еще аппарат, который в реальном времени перемалывает крышки от бутылок. Впрочем, при всем желании быстро перейти на массовую сдачу бумаги, стекла и пластика в переработку не получится. Пункты приема вторсырья во всей Калининградской области можно пересчитать по пальцам одной руки. Один из них как раз при музее. И к другим темам. Лучший картофель и капусту выращивают нюйские фермеры. Но в этом году урожай не удался, и уборочная кампания затянулась. Из-за чего возникли проблемы у сельхозников, узнавала Анна Кожевникова. Уборочная кампания в этом году в Ленском районе затянулась из-за сильных дождей. Еще многие до сих пор не убрали картофель, а уже надо рубить капусту. Большой проблемой стало для фермеров и отсутствие работников. Местное население не выходит на поля, хотя это неплохой заработок. За день в среднем можно нарубить от 100 до 150 мешков капусты, если погодные условия позволяют. Тем более, что капуста в этом году уродилась хорошая. А это до 5500 заработка в день. Например, у Таира Унаджева 4 гектара картофеля и 5 капусты. В этом году для уборки картофеля он нанимал приезжих из стран ближнего зарубежья. Урожай картофеля, как у всех, средний в этом году. Хотя я доволен тем, что я вовремя убрал. Рабочей силы не хватает, нету. Потому что, видите, он за 10 тысяч километров приехал сын мой. На тракторе работает, помогает мне. Вот. И супруга вот здесь на поле. И вот 2 работников. Сергей Молотков высаживает 9 гектаров картофеля и 1 капусты. И по 30 соток свеклы и моркови. Со сбытом возникают сложности, но у меня, в принципе, свои клиенты берут. Ну, бывает, что такое. Приходится держать до марта картофель. Раньше, вот, допустим, я уже к концу октября, в начале ноября, у меня ничего не было. Уже все сбывалось. А сейчас с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Если с растениеводством в Нюе дела обстоят хорошо, то животноводством хуже. Сегодня мало кто желает держать скотину. По посадочной площади картофеля 70 с копейками, если я не ошибаюсь. Вот. И 30 гектар овощей. 50 дойных голов. Лошадей 200 с копейками. Коров мало стали содержать. Потому что в основном ими занимаются пожилые люди. Молодые не особо хотят. Поэтому в Нюе предпочитают разводить лошадей, они менее трудозатратные в обиходе. Тем временем сенокосных угодий в окрестностях села много. Заготовить корм не составляет труда. Сено очень хорошо готовят. У них сенокосы здесь за Нюей, Телях. Потом они косят старый салдыкель. Но у них это все косит личное подсобное хозяйство. Ну и они заготавливают его на продажу. Дождливый август также помешал сенокосу. Некоторые до сих пор еще не завершили. Урожай в этом году хуже прежних лет. Специалисты считают, что из-за отсутствия солнца, так как была сильная задымленность. Но как бы там ни было, нюйские овощи всегда остаются брендом села. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня в столице региона вновь будут отключать воду. Так, с 9 часов утра до 12 часов дня в связи с ремонтными работами Якутской теплоэлектроцентрали будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают 136, 138 и 51 кварталы. Котельный номер 8 села Этыкюэль Татинского района присвоено имя ветерана ЖКХ Афанасия Петровича Харитонова. Рабочей династии Харитоновых вручили диплом победителя смотра конкурса государственного унитарного предприятия. Участники торжественных мероприятий возложили цветы памятнику первого наркома ЖКХ Ананию Андрееву. 10-ю стипендию юбиляра вручили студенту 2-го курса агротехнологического университета Григорию Попову. Также состоялась закладка памятной таблички под строительство новой котельной для обеспечения теплом микрорайона имени Андреева. Дополнительно подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве организации ЖКХ и Якутскэнерго для создания и строительства отраслевого музея имени первого наркома ЖКХ Анания Кононовича Андреева.
Мы будущее поколение и, так скажем, продолжатели его деятельности. Мы, отраслевое министерство, со всеми ресурсоснабжающими организациями сегодня должны подписать соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве строительства первого музея ЖКХ в Республике Саха-Якутия в селе Этеккёль. Этим самым мероприятием показываем, что те достижения, которые были, и те начинания, которые были в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, обязательно должны быть отражены в истории музея, что и в печатном издании, что в цифровом издании. Это будет современный музей, который будет показывать развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и отрасли в целом. Что касается начала отопительного сезона, отопительный сезон у нас начался во всех муниципальных образованиях. В планах у нас довести навигацию 514 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов в северно-арктические районы. На сегодняшний день план исполнен на 94%. Планируем в октябре месяце завершить, соответственно, эту навигацию и довести непосредственно на места все топливо. На территории детского сада «Энергетик» в Нерюнгри появилась новая спортивная площадка. В середине сентября состоялось ее торжественное открытие. Ирина Кичигина побывала на новом объекте и готова рассказать подробности. Спортплощадку установили в рекордно короткие сроки – всего за 2 месяца. Теперь в теплое время года воспитанники «Энергетика» смогут заниматься баскетболом, волейболом, пионерболом, а в зимний период площадка будет переоборудована в хоккейный корт. Малыши уже опробовали новую многофункциональную площадку и остались очень довольны. Когда ребята пришли в первый раз на площадку, они были очень рады. Они веселились, прыгали, бегали, играли. Мы провели различные мероприятия с детьми. День знаний, прощание с летом, открытие корта. Также наша площадка отвечает требованиям безопасности. По проекту в здании детского сада спортивный зал не предусмотрен. Он был переоборудован из спальной комнаты. Детям не хватало места для двигательной активности. Поэтому из сэкономленных средств было принято решение установить открытую многофункциональную детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и огороженным кортом. Нам в этом помогли индивидуальный предприниматель Булгаков Олег Игоревич, общество с ограниченной ответственностью Ветсантехпром. Они очень нам помогли, большой вклад внесли. Они занимались непосредственно закупкой самой площадки и установкой площадки на территории детского сада. Дополнительно уже закуплено все необходимое оборудование. Это волейбольная и баскетбольная сетки и хоккейные ворота. В ближайшее время в саду появятся коньки, клюшки и прочий необходимый инвентарь. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.